Звезда российского Северного флота, атомный ледокол «50 лет Победы», временно сменил место работы. Судно оставило Арктику ради Балтики. Корабль пришел из океана в море, чтобы помочь многочисленным сухогрузам и танкерам. Они не могут самостоятельно пробиться через Балтийский лед. На борту атомохода побывал Николай Булкин. Такие тропы в Балтийском море уже целый месяц нарезает атомный ледокол «50 лет Победы». Тут не поспоришь, большой видится на расстоянии. Ну, градусов на 70 подворачивай. Капитан на мостике крупнейшего в мире атомохода координирует работу с подходящими судами. Через эти льды сейчас лежит дорога в порт Санкт-Петербурга и в областной порт Приморск. Крупнотоннажные танкеры с нефтью, подойдя к ледовой кромке, ждут. Дальше поведет ледокол. Добрый день, а подскажите, Симаджик далеко? На 1/4 к первому бою. Здесь в районе второго боя, может быть, к третьему, лечь в дрейф, безопасно будет дрейфовать. То, что атомный ледокол такого повышенного ледового класса работает не у Северного полюса, а в Балтийском море, может показаться странным. Он здесь такой один. Но в прошлом году из-за сильнейших морозов именно здесь, на Балтике, во льдах застряли 250 судов. Тогда на помощь срочно пришел ледокол «Вайгач». В этом году более мощный, 50 лет Победы. Спасать, правда, пока никого не пришлось. В этом году все гораздо легче, но с нами все-таки, наверное, веселее. Танкера быстрее оборачиваются. Лед Балтики, конечно, легко поддается атомному ледоколу арктического класса. Этот атомоход способен ломать лед толщиной где-то до 3 метров, а здесь сантиметров 40. Работают не на полную мощность, но главное, что вместо белой равнины позади себя этот атомоход оставляет канал, по которому потом могут идти суда. Кромка льдов проходит чуть западнее острова Гогланд. И мы следуем на северо-восток. Сердце корабля сильно шумит. 2 ядерных реактора, про которые традиционно говорят, способны обеспечить электричеством 2-миллионный город. Специалист с дозиметром регулярно отслеживает фон. Ну, в принципе, все хорошо. Честно слово, все хорошо. Вот микрорентгены показывают. 0,09. Самый большой атомный ледокол, наверное, и самый благоустроенный. Есть каюты повышенного комфорта, сауна, бассейн. Ледокол выполняет специальные туристические круизы на Северный полюс. Билет в такое путешествие обойдется в 1 000 000 рублей. Но что для одних круиз, для других повседневная работа. Сейчас не на Северном полюсе, а в Балтике. В реальном времени здесь отслеживают все поступающие заявки на проводку судов. По расписанию еще не один нефтетанкер. Новый караван соберут в ближайшее время. Пока на горизонте никого. Ледокол остановился. Но это не точка в работе, а кажется всего лишь запятая. Николай Булкин, Александр Веско, Тимур Зеленков, НТВ, Балтийское море.